Прошлый год на дестабилизацию ситуации в Крыму представители запрещенного в России Меджлиса получили 250 миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил заместитель председателя региональной общественной организации Харам-Борлеге Рустем Немитулаев. В противовес этому общественник призвал крымчан к активной работе в СМИ и социальных сетях. Помимо этого, Рустем Немитулаев добавил, что структура Меджлиса фактически узурпировала Херсонскую область Украины. И в первую очередь от этого пострадали крымские татары, проживающие там. Если вы заметили, мы зимой публиковали именно восстание перевозчиков из числа крымских татар именно в Геническом районе, где их через полпредство, так называемое, крымское, которое создано в Херсонской области, пытались опять же получать дань с перевозчиков. И что мы видим? Да, люди вышли, обратились, они обращались также на имя президента, так называемого, Петра Порошенко, но реакции ноль. Да. В свою очередь, общественники призвали прекратить спекуляции на международных площадках относительно нарушения прав крымских татар и выразили готовность выступить в ООН. Мы выражаем мнение, председатель наш заявил об этом, что мы в принципе готовы представить, так сказать, и документальные сведения, и собственное мнение, даже на полях Организации Объединенных Наций, сказать о том, что на самом деле существует. И мы понимаем, что нам придется отвечать на вопросы, касающиеся Декларации прав коренных народов, которая принята Организацией Объединенных Наций в 2007 году, других постановлений, скажем, Конвенции Международной организации труда, которая после этого была принята, и так далее, и так далее.